Что изменилось в этом году в системе здравоохранения нашей республики? Повысилось ли качество медицинской помощи населению? Что делается в этом направлении? Об этом мы сегодня поговорим с министром здравоохранения республики Эдуардом Бутбо. Эдуард Валерьянович, здравствуйте. Добрый день. Известно, что в этом году у нас в республике были проведены ряд мероприятий, связанных с улучшением качества оказания медицинской помощи населению. Это диспансеризация детского населения и открытие республиканского сосудистого центра. Насколько важны эти мероприятия для всех нас? Во-первых, огромное спасибо, что пригласили сегодня в студию. Давно мы не находились здесь, в студии Абхазского телевидения. Очень приятно, что мы снова здесь можем говорить о тех проблемах, которые есть, и о тех вызовах системы здравоохранения Республики Абхазия. Действительно, масштабная диспансеризация, которая была проведена на территории Республики Абхазия детскому нашему населению, она такая проводилась впервые. Вы знаете, уже многократно мы говорили о том, что какое количество детей было осмотрено школьного возраста, дошкольного возраста. 27 928 детишек были осмотрены коллегами из Российской Федерации, из федеральных центров научных, которые приехали сюда, прикомандированы были благодаря помощи Российской Федерации, при помощи Минздрава Российской Федерации. Головным учреждением, которое приехал в Республику Абхазия, курировал все направление, это Федеральный центр здоровья детей, который базируется в городе Москве, находится под непосредственным руководством Минздрава Российской Федерации, и потом уже профильные региональные коллеги приезжали тоже для оказания помощи в диспансеризации. Были много специалистов, мы уже многократно об этом говорили, много было репортажей, были офтальмологи, неврологи, очень много других специальностей, педиатры, хирурги. И достаточно объемная была проведена колоссальная работа по выявлению той патологии, которую мы даже и не могли предположить. Поэтому вторым этапом были проведены телемедицинские консультации с федеральными центрами Российской Федерации, были отправлены детишки на лечение, кого-то на оперативное лечение, кто-то был отправлен на коррекцию терапии в ведущие российские клиники, поэтому колоссальная работа была проведена. Вы знаете, что все это было при поддержке нашего президента Бадыры Журабовича Гумба, поэтому вот вся эта работа, она была сделана в течение 4 месяцев, и я считаю, что это и в будущем надо продолжать, и у нас совершенно есть новые направления, которые мы хотим также развивать в сфере здравоохранения. Планируется ли еще диспансеризация, может быть, уже нашими силами? Та диспансеризация, которая была проведена, она показала свои результаты, и надо в этом направлении и двигаться не только в детском направлении, и во взрослом направлении. У нас есть планы по онкологической диспансеризации, это у женщин маммография, скрининги, и у взрослого населения также мы говорим, что это крайне необходимо. Да, это финансово емко, это затратно, но это крайне необходимо нашей республике для того, чтобы наше население было здоровое. Это наш основополагающий принцип. Ну вот диспансеризация, которая была начата 12 февраля, она, по-моему, продолжалась до начала июня, да? Вот удалось предотвратить какие-то такие страшные заболевания у детей? Да, вы знаете, вот были такие диагнозы, сейчас я не буду говорить там пофамильные и так далее, которые, допустим, детишки не знали, что и их родители также не знали, что есть определенные сложности, но благодаря помощи в диспансеризации эти все вопросы были сняты, потому что они были вовремя выявлены, вовремя направлены в федеральные центры и проконсультированы, кто-то даже прооперирован. Вот, поэтому вот такие вещи, как диспансеризация населения, очень важны. Те врачи, которые непосредственно курировали эти направления, они оцифровывали эти все вещи, и мы передали всю необходимую медицинскую документацию нашим лечебным учреждениям, то есть поликлиникам. Поэтому вот в этом направлении это тоже большая работа, когда вся медицинская информация, она не просто на бумагах, она уже цифровизирована и уже на электронном носителе находится. И это и для врачей удобно, и для последующих консультаций тоже крайне необходимо. Мы в этом направлении тоже благодарны Российской Федерации, это их помощь в этом направлении. Специалисты говорят, что открытие республиканского сосудистого центра открывают новую страницу в истории абхазской медицины. Насколько этот центр облегчит жизнь нашим пациентам? Уже облегчил. Вы знаете, действительно,
когда открылся республиканский сосудистый центр, когда пошли первые пациенты, которым крайне необходимо было проводить те или иные медицинские обследования. Вы сами видели репортажи, когда с критической ишемией конечности первый пациент, которому грозила ампутация, если не сделать ампутацию, то грозила гангрена. Вот эта вся ситуация, и была спасена жизнь, спасена конечность, спасена жизнь. Вы знаете, что следующие пациенты, которых мы оперировали в Республиканском сосудистом центре, также получили необходимое высокотехнологичное медицинское вмешательство на территории Республики Абхазия. Это очень приятно, что такие вещи мы начали уже делать в Республике Абхазия. На сегодняшний день проведено 9 успешных оперативных вмешательств. Это на периферических сосудах, значит, непосредственно на сердце. Были проведены коронарангиографии с последующим стентированием. Все пациенты чувствуют себя удовлетворительно. Часть пациентов уже выписана на амбулаторное лечение. Это огромный пласт работы был проведен за то время, которое нам было дано для того, чтобы построить с нуля Республиканский сосудистый центр. Я хотел бы также поблагодарить нашего президента Бадру Зурабовича, который дал совершенно иной толчок, импульс всему этому развитию нашего направления именно в эндоваскулярной хирургии. И вы помните, когда приезжал Сергей Владимирович, какая просьба наша была, что вот он нужен, крайне нужен, необходим. И Сергей Владимирович дал поручение Минздраву Российской Федерации. Вот за это отдельное спасибо Сергею Владимировичу. Далее Михаил Альбертович Мурашко, мой коллега, министр здравоохранения Российской Федерации, уже 3-й раз за год был здесь, в республике, также держал на контроле ситуацию, смотрел, осматривал и помогал, и коллеги из Российской Федерации, в частности, Чазовский центр, непосредственно академик Бойцов, директор Института Чазовского центра, главный кардиолог Российской Федерации, приезжал в республику, осматривал те места, где мы, возможно, планировали постройку именно сосудистого центра. Сначала были несколько версий на территории здания республиканской больницы, там еще какие-то другие локации, но конструктив здания не позволял построить именно на территории основного корпуса республиканской больницы здание под эндоваскулярную операционную. Поэтому было принято решение построить совершенно новый автономный комплекс, который был построен, ну, вы знаете, за основным корпусом. Вот, 178 квадратных метров, новая абсолютно операционная, новый абсолютно ангиограф. Очень высококлассное оборудование. Те специалисты, которые приезжали, они говорили, что действительно это очень хороший аппарат, достаточно дорогой. И все это в комплексе стоит порядка 100 миллионов рублей. И на сегодняшний день он полностью работает. Значит, он оснащен очень многими направлениями, которые можно осуществлять этим аппаратом. Значит, оператор General Electric, поэтому он может работать как на сердечном направлении, то есть делать коронарографию с последующим стентированием. Также говорим о периферии. Мы говорим еще, что возможно на этом аппарате работать при ишемических инсультах, когда надо сделать тромбэкстракцию, и чтобы все восстановилось, кровоснабжение в головном мозге, то есть в правило золотого часа мы можем укладываться. Также при сложных гинекологических операциях, когда приходится иногда ввиду массивного кровотечения удалять орган, можно эмболизировать, то есть сохранять орган и тем самым сохранять жизнь. Далее еще очень много направлений, которые можно работать этим аппаратом ввиду онкологической направленности. Эти все направления будут использованы в этом оборудовании, поэтому мы сейчас тихо, плавно, соблюдая определенный фильтр, начали уже работать в этом направлении. И у нас уже на сегодняшний день 9 оперативных вмешательств было проведено, все успешно. И еще раз хочу поблагодарить наших российских коллег. И еще немаловажно отметить, что на сегодняшний день работает наш коллега Дамир Джопова, который несколько лет работал в ведущих российских клиниках. И сегодня вернулся на родину и также помогает нам в этом направлении. И у нас есть и наши хирурги из республиканской больницы, доктор Арнаут, доктор, значит, Закир, который
кто также вернулся из Российской Федерации, супруга, у него супруга кардиолог. Мы говорим о том, что мы просим наших выходцев из Республики Абхазия, которые работают в Российской Федерации, которые получили уже образование профильное, вернуться на родину и помогать в становлении абхазской медицины, потому что абхазская медицина выходит на совершенно другой уровень. Мы говорим о высокотехнологичных оперативных вмешательствах. Такого оперативного вмешательства мы все очень ждали, это было очень востребованное направление. Я думаю, что мы будем это только развивать. Но я думаю, что наших пациентов интересует главный вопрос, сколько это будет стоить. Вся медицинская составляющая, вся медицина – это достаточно дорогостоящая вещь. Если сегодня говорить о том, что мы делаем высокотехнологическое оперативное вмешательство, эта ситуация не может стоить дешево. Оно уже априори дорогостоящее оборудование, дорогостоящие расходные материалы. Мы в 21 веке не можем на коленке оперировать и делать какие-то сложные операции. Для того, чтобы делать сложные операции, нужно, во-первых, дорогостоящее оборудование, во-вторых, компетенция врачей, которые будут работать на этом оборудовании, плюс расходные материалы, которые необходимы для того, чтобы этот аппарат работал. Но если мы говорим о коронарографии, допустим, если не будет расходных материалов, сделал коронарографию и не поставив стенты, пациенту не станет легче. Поэтому это большая комплексная работа, она финансово емкая работа. На данный момент все медицинские вмешательства происходят бесплатно. Мы сейчас начинаем мониторинг цен, смотрим, как мы работаем в этом направлении, какие нас ждут перспективы в плане того, что у нас есть определенные поручения президента по бесплатной медицинской помощи, по платной медицинской помощи. Мы потом, наверное, отдельно к этому вопросу вернемся. Но на данный момент все те вмешательства, которые есть, они оказываются бесплатно. Но мы понимаем, что тот объем, который нас ждет, условно говоря, в плане стентирования или там коронарной патологии, но в целом где-то в год приблизительно около 750 пациентов выезжали за пределы Республики Абхазия. Мы понимаем, что в курортный сезон приезжают до 1,5 миллиона гостей, курортников к нам в республику. Каждый может, условно говоря, никто не застрахован, там по-разному может сложиться ситуация, у кого-то может быть острый коронарный синдром, там, инфаркт, нарушение ритма. И в этом направлении мы тоже очень активно работаем, и мы будем, наверное, отдельно на эту тему говорить, потому что все это требуется обновления. Допустим, те стенты, которые уже установлены, они должны быть опять закуплены в новой партии, и у нас они должны быть в наличии постоянно. Это мы сейчас говорим о эндоваскулярной хирургии, об ангиографии. Но у нас еще другие направления разрабатываются, и мы тоже смотрим на те направления, которые крайне необходимы. Это, допустим, при нарушениях ритма сердца. У нас вот несколько недель назад впервые была сделана операция по временному кардиостимулятору, и жизнь человека была спасена. Сейчас у нас в работе уже постоянные кардиостимуляторы, и временные, которые мы можем имплантировать. Здесь для нас уже особой сложности не будет. У нас есть и необходимая аппаратура, у нас есть врачи необходимые для того, чтобы мы это все делали. И на базе республиканской больницы открыто новое отделение. Вы знаете, 44 штата было отдано эндоваскулярной хирургии. Плюс у нас палата интенсивной терапии, которая создана с нуля на 10 коек. У нас в этом направлении достаточно большие планы по расширению наших возможностей. И я думаю, что нам есть чем гордиться, потому что не каждая страна, может быть, там и регион какой-то, вот именно таким оборудованием может похвастаться. И именно сделав это все с нуля, запустить в кратчайшие сроки, да, там какие-то сроки мы сдвигали по ряду определенных причин, потому что для нас это было абсолютно новое направление, мы пионеры в этом деле, мы консультировались с российскими коллегами, я еще раз повторяюсь, приехал от Всеволод Миронов, который оперировал, который консультировал с Чаловского центра, у него 1800 операций в год. Один из ведущих хирургов в этом направлении Российской Федерации. Приехал помощник генерального директора, Олег, от Чазовского центра, это помощник академика Бойцова. И все это знание, и передовые технологии, которые есть в Российской Федерации, они сегодня уже применены у нас в республике, и это направление будет развиваться.
Ну, мы можем же предположить, что цены в любом случае будут ниже, чем в Российской Однозначно. Федерации. Однозначно. Вы уже затронули вопрос о мониторинге цен, тарифов. Вот, президент Бадрагумба поставил перед Министерством здравоохранения несколько задач. Давайте остановимся на них вот по пунктам. Первое – это подготовить план повышения эффективности здравоохранения. Что включает в себя этот план и на какой стадии разработки вы находитесь? Значит, вот по поручению президента от 27 августа 2025 года один из указов, значит, это подготовить перечень медицинского оборудования, который остро необходим для доукомплектования наших лечебных учреждений. Значит, на самом деле большой объем работы был проведен, все необходимые данные мы собрали и отправили в кабинет министров и Бадре Зурабовичу. Сумма идет в среднем приблизительно о 873 миллиона рублей. Это говорим о дооснащении наших всех республиканских лечебных учреждений. Мы это вот делаем там остро нуждающиеся, потому что есть вещи, которые очень сильно дорогостоящие. Мы говорим о том, что нам нужно крайне необходимо то или иное оборудование. В этом направлении уже объем информации обработан и отправлен главе государства. Вот. Что касается... О каких оборудованиях? А там вот, большой перечень. Ну, у каждого... УЗИ, диагностика, да, УЗИ, томография. Да, абсолютно. Рентгены. Там, допустим, есть оборудование, которое устарело уже в наших лечебных учреждениях. Есть вещи, которые уже сделаны, там, допустим, много обновлено. Ну вот я, если хотите, я могу так быстро, вот коротко сказать о том, что было сделано, допустим, за ближайшее время. Вот по поручению президента, вы знаете, целый год, а может чуть больше, не работала КТ в Гудаутской ЦРБ. Да? 11 миллионов по поручению президента было выделено, аппарат работает. Также через какое-то время вышел из строя компьютерный томограф в республиканской больнице. Тоже был исправлен, тоже это финансово емкие процессы, но крайне необходимые. Без сегодня в 21 веке, не имея диагностики в виде компьютерной томографии, МРТ, очень и неправильно, и сложно ставить диагнозы, правильные диагнозы установить очень сложно. Вы знаете, благодаря помощи Российской Федерации переданы 8 карет скорой медицинской помощи, укомплектованы по классу Б. Мы все по всем районам их перераспределили. Вот. Также были переданы передвижные медицинские комплексы на базе автомобиля ПАЗ с флюорографом и с маммографом в Ачимчирский район и с флюорографом в Гудаутский район. Один из автомобилей стоит 38 миллионов рублей. Мы говорим о том, что, допустим, и Народный фронт нам помогает. Вот недавно передал нам несколько месяцев назад 2 автомобиля, и УАЗ, и УАЗ-Патриот, которые стоят на балансе наших лечебных учреждений. Вот обновлен, допустим, рентген, сейчас уже на завершающей стадии, подъезжает в республику, оформляются документы стоимостью 4 миллиона рублей для РРЦ города Гагры, для наших ветеранов. Это тоже очень важно. Вы знаете, вот и благодаря помощи также и Российской Федерации в Гагрскую и Творчалскую ЦРБ были установлены новые рентгены на 18,4 миллиона рублей. Это вот мы говорим о совместной помощи. Очень много внутри делается для дооснащения, для поддержания текущего состояния наших лечебных учреждений. Допустим, мы говорим о лабораторной диагностике. Это все финансово емкие вещи, когда нужно покупать реактивы, когда нужно, чтобы все наши структуры работали правильно, чтобы был контроль качества. То или иное оборудование бывало, что выходило из строя ввиду скачков, учитывая нашу ситуацию с энергетикой. Да? Поэтому в Кубе и сегодня поручение Бадры Зурабовича в плане дооснащения остро необходимого медицинского оборудования мы уже предоставили, еще раз говорю, список, и эта сумма тоже, видите, больше, чем 800 миллионов рублей. Поэтому у нас очень много есть планов, которые мы можем реализовывать, и мы однозначно говорим, что Республика Абхазия должна выйти на тот уровень, когда будет и медицинский туризм у нас. Вы поверьте, сейчас российские коллеги уже звонят и мониторят ситуацию с нашим ангиографом, и может в этом направлении мы сможем здесь уже оказывать помощь в виде того, что люди смогут сюда, в республику, приехать и получать необходимую медицинскую помощь. У нас при помощи Российской Федерации, когда приезжал Михаил Альбертович Мурашко, открылся при помощи Федерального центра медицины катастроф, открылся телемедицинский центр.
мы имеем доступ, на базе республиканской больницы, мы имеем доступ и более 140 лечебных учреждений и 38 федеральных центров. Проведено более 150 на данный момент телемедицинских консультаций. Это говорит о том, что мы можем на сегодняшний день выйти на самые передовые позиции. Мы можем выйти на федеральные центры. Мы, допустим, можем выйти на того или иного, попросить академика или профессора, или светилу в области того или иного направления. И у нас эти механизмы работают. Это очень круто, потому что не каждая страна, я не знаю, какая еще страна имеет такие доступы именно в Российскую Федерацию, но нам вот все это организовано, и мы пользуемся всеми этими благами для спасения жизни, для установления правильного диагноза, для какой-то корректировки сложных ситуаций. Вы знаете, вот сейчас недавно были сложные ситуации, когда одновременно 5 пациентов к нам поступало в лечебное учреждение, и все пациенты параллельно были консультированы по телемедицинским консультациям с российскими центрами, и все назначения наших коллег были правильны. Это очень важно, когда российские коллеги говорят в режиме диалога о том, как надо двигаться в плане лечения. Пункт Да, в рамках поручения президента – это гарантированный объем бесплатной помощи и тарифы на платные услуги. Но я знаю, что в Министерстве здравоохранения об этом уже идет речь, уже год. Ну и за 30 лет, мне кажется, уже пора это все привести в порядок. На какой стадии вы находитесь? Значит, у нас сформирована уже более, наверное, 8 месяцев назад рабочая группа, которая занималась этими вопросами. Эти вопросы достаточно сложные, потому что в нашем государстве по закону о здравоохранении, по Конституции есть определенный перечень оказания бесплатной медицинской помощи. Но если человек хочет получить дополнительную услугу в плане, там, допустим, палаты или какого-то инструментального метода исследования, хочет сделать компьютерную томографию или сделать там гастроскопию или сдать какие-то анализы, в этом направлении мы тоже ведем работу. Вся работа, чтобы не забегать вперед, сегодня она подходит к финишной прямой. У нас будет еще рабочая группа, у нас сформирована рабочая группа с аппаратом администрации президента и кабинета министров, где наши специалисты совместно эту работу ведут. И мы уже докладывали о наших результатах промежуточных главе государства. Поэтому, как только информация будет собрана, и Бадра Зурабович ее получит, и после этого мы будем, наверное, уже говорить о всех тех тонкостях, которые мы смогли проработать. Но на самом деле, помимо объема гарантированной медицинской помощи и платных медицинских услуг, если можно так чуть вперед забегая сказать, что мы с научным исследовательским институтом организации цифровизации здравоохранения Российской Федерации на протяжении более, по-моему, года мы уже нормативную документацию им отправляли, и у нас уже практически на финише есть, значит, такое понимание, как стратегическое планирование, значит, системы здравоохранения Республики Абхазия на 26-е и 30-е годы. Поэтому это достаточно такой объемный комплекс. Вот у меня есть частично тут вещи, которые мы там накидали, и с российскими коллегами мы всегда в этом плане взаимодействуем, но у нас есть еще закон о здравоохранении, у нас здесь есть очень много объемного такого труда, который надо все это правильно сложить в единый пазл, чтобы нашим гражданам было легче и получать без выезда за пределы медицинскую помощь на территории Республики Абхазия. Это вы сейчас говорите о следующем пункте, да? Подготовка долгосрочной программы развития здравоохранения. Да, так точно. Какие ключевые моменты в нем отражены будут? Ну, во-первых, вопросы, значит, о централизации. Вот мы сейчас говорим о том, что вот Минздрав курирует, да, Минздрав оперативно все лечебные учреждения оперативно курирует. Но по факту все наши центральные районные больницы подчиняются главам администрации. Бюджет формируется непосредственно в районах. Да, у Минздрава есть свои структурные подразделения, которые непосредственно подчиняются напрямую Минздраву. Мы говорим там о детской больнице, республиканской больнице, о наркологии, о психиатрической больнице и о многих других, которых структурно подчиняются Министерству здравоохранения. Но если говорить, допустим, о Гудаутской центральной районной больнице, она подчиняется администрации Гудаутского района. Но в ковидный период была такая установка, что непосредственно вертикаль управления
здравоохранения осуществлялось непосредственно с Минздрава. И мы видим, какие были результаты, когда надо было оперативно реагировать и бюрократические моменты обходить, когда надо было обсуждать вопросы такие, как кислород, лекарственное обеспечение, питание и там какие-то вещи, это было намного проще. Если говорить о организации системы здравоохранения, мы понимаем о том, что у нас сегодня децентрализованная система здравоохранения. Мы ее хотим централизовать, чтобы все лечебные учреждения республики напрямую подчинялись Министерству здравоохранения. Это основной посыл. Вы считаете так Да. эффективно? Это маленькая а в чем республика. будет эффективность? В управлении. Во-первых, в финансах, в управлении именно вертикали управления, когда главный врач назначается непосредственно министром. Мы сегодня говорим о том, что в других структурах у нас по согласованию с администрацией. Но это какие-то такие вещи, которые, ну, допустим, еще примеры, горючие смазочные материалы, покупка лекарственных препаратов, ну, и весь комплекс вопросов, которые на месте в администрации не могут принять без непосредственно решения от Минздрава. Но я считаю, что Минздрав должен напрямую эти вопросы закрывать. Потому что были периоды, когда во время ковида наши ЦРБ, они, ну, и главы, они же не медики, они не, именно вот главы администрации, структурные подразделения именно муниципалитетов, они обращались всегда за помощью Минздрава и говорили: Эдуард Валерьянович, вот там какие-то перечень лекарств, что вы там нам сами дайте, с вами сформируйте и так далее. Такое тоже было. Поэтому мы говорим о том, что нужна централизация. Мы говорим о том, что, допустим, нормативно-правовую базу надо тоже подготовить правильно. Сегодня и уставы наших лечебных учреждений не до конца соответствуют всем тем нормам. Правильно, чтобы не было там, допустим, путаницы. Мы говорим о тех вещах в плане управления, когда медицинские организации должны выходить на совершенно другой, иной уровень, который задает тон Минздрава. Это цифровизация здравоохранения. Правильно? Сегодня в 21 веке те вопросы, которые еще несколько лет назад находились на грани каких-то фантастических вещей, сегодня они уже реализуются с точки зрения искусственного интеллекта. Медицина идет вперед очень крупными шагами, поэтому есть вещи, которые мы, как профильные специалисты, медики, как организаторы здравоохранения, понимаем, куда надо идти, потому что мы часто взаимодействуем с коллегами из Российской Федерации. Вот я, допустим, с коллегами, с очень многими мы ездим на всевозможные конгрессы и конференции в Российскую Федерацию. Вот сейчас мы в октябре месяце, буквально 22-23, с большой делегацией ездили на Конгресс национальное здравоохранение Российской Федерации. И очень много вопросов, которые мы учимся у российских коллег, смотрим, насколько развивается здравоохранение России. Мы хотим соответствовать этому уровню. Вот буквально вчера, могу вот похвастаться, это я еще никому не говорил, была заявка от АДИОР СНГ и Евразии. Это заявка наступления, которую мы вчера уже заполнили и отправили. Выходил главный онколог на связь Российской Федерации, это Дмитрий Каприн, директор института Герцена. Вот, ассоциация директоров центров и институтов онкологии и рентгенологии стран СНГ и Евразии, куда входит Российская Федерация, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Монголия. И сейчас мы отправили заявку на вступление, я думаю, нам ее одобрят, и Республика Абхазия будет также в состав этой ассоциации входить. Разве это плохо? Какие возможности это дает? Ну, во-первых, это обмен опытом, это специалисты, это ты погружаешься во все эти процессы, когда общаешься с ведущими мировыми практиками и спикерами в этой области. Вы понимаете, общаться и говорить о том, что мы хотим развивать медицину и не используя передовой опыт, и можно где-то и личный опыт коллег, когда ты можешь приехать, поприсутствовать на тематических мероприятиях, на оперативных вмешательствах. Ну, это же очень серьезно, и нам очень приятно, что мы вот вступаем в эти все ассоциации, и будет Республика Абхазия представлена на таких очень масштабных мероприятиях, когда флаг Республики Абхазия будет стоять на столе, где очень много государств присутствует в медицинской сфере. Мне очень приятно лично.
Это все хорошо, Эдуард Валерьянович, но вот вы говорили об искусственном интеллекте. А какой искусственный интеллект? Мы еще не решили проблему очередей в кабинет УЗИ. Как эту проблему решить, сделать или по записи, как во всех цивилизованных странах пришел, записался спокойно, не тратя ни свое время, ни время Вы абсолютно врача. правы. Мы сейчас не говорим о том, что у нас все так хорошо, идеально. У нас, помимо того, что мы идем вперед, у нас есть плюс, у нас есть минусы. И мы эти минусы абсолютно точно признаем и не прячемся от них. И об этих минусах тоже очень много можно поговорить. Наш девиз каждый день делать маленький плюс и идти вперед. Поэтому из этих минусов мы хотим делать плюсы. Значит, что касательно платных услуг, когда будут все эти инструменты работать правильно, тогда мы получим необходимое для пациента тоже качество оказания медицинских услуг, когда он может выбирать. Мы говорим о искусственном интеллекте, если посмотреть вообще мировые практики, большие вложения, которые есть. Я вам сейчас маленькую вещь расскажу. Вот мы были сейчас на Конгрессе национального здравоохранения, секцию вел Михаил Альбертович Мурашко, министр здравоохранения, и также спикером был Герман Оскарович Греф, это руководитель Сбера Российской Федерации. Колоссальные вообще финансовые вложения вкладываются именно в медицинскую сферу IT. Колоссальные средства вкладываются в искусственный интеллект, именно в модернизацию системы здравоохранения, такие как расшифровку персональных данных именно по рентгену, по компьютерному томографу. Есть определенные вещи, когда уже искусственный интеллект в плане кольца, там он показывает определенные гемодинамические показатели. Есть уже, я сам даже был, если честно, удивлен, есть определенные экраны, куда подходишь и по твоему лицу могут с помощью искусственного интеллекта сказать о тех болевых точках, которые тебя сегодня беспокоят. Это настолько запредельная вещь для нашего самосознания сегодня, когда мы говорим, что у нас есть очереди, когда у нас может выключиться свет в определенное исследование, да, и мы говорим, что мы с этими всеми вызовами должны быть защищены. И вот та совершенно другая реальность, которая сегодня есть в мировой практике, я думаю, что когда-то мы к этому тоже придем. Просто мы сегодня еще не на такой ступени переходной, понимаете? Но все должно контролироваться человеком. Вот это основное. Потому что если искусственный интеллект отдать просто его как бесконтрольный, тогда это будет очень серьезное, я думаю, упущение. Если вы хотите поговорить, это очень сложная тема, очень интересная. Я думаю, нашим телезрителям будет абсолютно интересно. У нас есть определенные наработки, и у нас есть определенные свои какие-то небольшие, но тоже видения. Если вы пригласите, мы с большим удовольствием придем, расскажем именно тематически, что мы видим, как мы общаемся и как вообще медицина в передовых странах развивается в этом направлении. Ну, если у вас есть такое желание, мы можем об этом поговорить в программе «Пациенты» и сделать отдельную передачу. Пожалуйста. Мы вообще только за. У меня вот, наверное, такой завершающий вопрос. Вот вы приглашаете специалистов, наших соотечественников, которые работают в Российской Федерации. Многие жалуются, молодые специалисты, что приезжают сюда на работу, и их не берут в госучреждения, и не могут они устроиться. Как так получается? Как быть с этим? Те, которые жалуются, поверьте мне, вот я один из тех, кто начал всегда и говорил, и начал это делать, чтобы наши молодые коллеги, мы практически все друг друга знаем, и чтобы они возвращались на родину. Если какие-то вопросы есть в трудоустройстве, я всегда на рабочем месте, всегда можно ко мне обратиться, мы всегда ищем решение всех сложных вопросов. Есть определенные кадровые моменты, где нету, допустим, ставок. Есть направления, которые мы хотим сегодня развивать, такие узкопрофильные направления, которые крайне нам необходимы. У нас, да, были случаи, когда на местах отказывали руководители, но потом, после того, как они ко мне обратились, все мы нашли, все места, и люди сегодня работают. Это тоже не легкая проблема, если сказать о том, что вот пришел человек, за 5 минут мы можем трудоустроить, это тоже не так. Но я считаю, что молодые специалисты, которые уже окончили российские вузы и получили там практику, вот они должны приезжать и устраиваться, и работать. Да? Эта ситуация тоже нами признается как сложная, поэтому если какие-то есть вопросы у наших коллег, которым отказали в тех или иных районах или в тех или иных главных наших лечебных учреждениях, пожалуйста, приходите в Минздрав, будем
персонально с каждым встречаться и стараться решать эти вопросы. Эдуард Валерьянович, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо вам.